Доброе утро, дорогие телезрители. Наш эфир продолжается. И в студии у нас гости. Это Костоев Аслан Мусаевич, преподаватель класса фортепиано, и Далакова Зара Мухтаровна, директор студии искусств. Доброе утро. Рада приветствовать вас сегодня в нашей студии. Спасибо. Доброе утро. Вот. И вам, и телезрителям нашим. Спасибо. Буквально недавно, 27 числа, прошел конкурс концертмейстеров. Вот расскажите, пожалуйста, он проходил у нас в республике. Вот расскажите, что это за конкурс, почему он проходил, в общем, о всех нюансах этого мероприятия. Да, на самом деле конкурс проходил 27-го, это уже второй региональный конкурс. Начали мы его проводить с 2014 года, но тогда у него был статус республиканского конкурса. Конкурс проводился и был организован по инициативе студии искусств. Вот. И когда мы в 2014 году поняли, что есть к нему интерес, мы предложили придать ему статус регионального конкурса. И вот тогда уже первый региональный конкурс проходил в 2016 году. Вот. Там подтянулись очень высокого уровня музыканты, привезли своих учеников. Это были дети из Осетии, из Чечни, из Кабарды. Вот. Очень много наших детей участвовало. И все пришли к выводу, что это нужно, это перспективно. И тем более, что председателем жюри и на первом, и сейчас на втором конкурсе была очень известный музыкант, заслуженная артистка России, доктор наук, профессор и заведующая кафедрой консерватории в Ростове имени Рахманинова Черных Маргарита Петровна. Вот она дала высокую оценку первому конкурсу, и вот сейчас она вновь приехала. И надо сказать, что география нашего конкурса расширяется. Вот сейчас вот подтянулся Ставропольский край. Вот. И это такое взаимодействие очень необходимое для любых профессий, для любых профессионалов. Да? Но в нашем случае это очень было важно, потому что педагоги слышали работу друг друга, дети слушали программу других детей. И вот такое взаимопроникновение, такое общение, оно всегда дает свои хорошие плоды. А чья была идея, Зара Мухтаровна, провести этот конкурс у нас в республике? Ну, я сказала, что это студия искусств, и в том числе и моя личная. А дети в каком возрасте принимали участие? С скольки до скольки? У нас с 7 до 14 лет. У нас 4 группы в этом году было, в прошлом году было 3 группы. То есть сейчас возрастной диапазон вырос, и мы сделали еще 4-ю группу. Вот. Но надо сказать, что очень символично, что конкурс открывали дети пятилетки студии искусств, 2 малышки. Они играли, аккомпанировали и вокалисту, и скрипачу. Вот. Наравне с музыкантами приезжали вокалисты, инструменталисты из Осетии, из Чечни. И также символично, что завершал концерт, посвященный вот открытию этого конкурса, вот наш бывший студент Аслан Костоев, выпускник Ростовской консерватории. То есть есть в этом некий такой смысл, что студия растит кадры и растит лауреатов. И сегодня и пятилетки, они, я думаю, уверены, что в будущем конкурсанты будут. Вот. И что у нас уже есть свои преподаватели. Вот и хотелось бы обратиться к Аслану. Вот расскажите, вы готовили одного из участников конкурса. Скажите, каким критериям должен соответствовать вот участник этого конкурса? Участник конкурса концертмейстеров всегда должен быть, так скажем, на одной частоте вместе со своим иллюстратором. Иллюстратор – это инструменталист, с которым он играет. И если у них во время игры какое-то расхождение по музыке, по ритму и так далее, то это совсем другое дело. Можно я добавлю, что вот есть известный исследователь, и написал много книг по работе концертмейстера Шендерович.
И он говорил, что, так образно говорил, что солист – это парус, а инструменталист, концертмейстер – это руль. И куда поплывет эта лодка, всегда зависит от обоих, приплывут ли они к желаемому берегу. Поэтому это работа двух таких инструменталиста и концертмейстера. И надо сказать, что не любой пианист может быть концертмейстером. Вот. И вообще работа концертмейстера и вот именно участие в таком проекте, оно всегда расширяет и грани возможностей детей. Первое. И второе, знакомит их с другой совершенно музыкой, которую в школах они не проходят, с вокальной музыкой, с инструментальной музыкой. И я хочу отметить, что когда мы организовывали этот конкурс и задумали его, у нас было огромное желание, чтобы произошел такой синтез, такая творческая дружба и взаимодействие с нашей филармонией. Потому что у нас концертмейстерских часов вообще в принципе нет. Хотя в других регионах этот есть час. И наши педагоги работают на энтузиазме, то есть им это не оплачивается. Вот. А детям хочется поучаствовать и поучиться этому классу концертмейстерскому. И мы надеялись, что наша филармония, в частности, вокалисты нашей филармонии, вот, могли бы стать иллюстраторами нашим детям. Вот. И это бы и развивало бы и какие-то возможности, и давало бы больше какого-то репертуара, расширяло бы репертуар работников филармонии нашей. Вот, и мы бы сотрудничали. Но пока на сегодняшний день наши иллюстраторы – это музыканты из Грозного и из Осетии. Вот пока так. Ну, кроме Любы Барахоевой, да, Люба Барахоева у нас очень нас выручает. Она работает со всеми, кто хочет принять участие вот именно в Республике Ингушетия. Еще я как руководитель или как организатор, мне очень хочется отметить, что в этом году Карабулакская школа принимала участие в конкурсе. Дважды проходил конкурс, никто не принимал из республики. Вот сейчас Карабулакская. И мы надеемся, что в следующий конкурс, который пройдет в 2021 году, примут участие и Назрановская школа, и Суншинского района школа, и Малгобекская школа. Вот. Зара Мухтаровна, скажите, а вот репетиции обязательно проходят вместе, да, у концертмейстера и у иллюстратора? То есть без этого никак? Да, обязательно вместе. Ну, то есть, он должен смысл? К нему привыкнуть, да, наверное? Да. Он должен слышать вокалиста, он должен понимать, как выстраивает образ, какие интонации, какая фразировка у вокалиста. Там нельзя сказать, что кто-то главный, кто-то второстепенный. Потому что, понимаете, концертмейстер, он должен вокалисту помочь создать его образ. Это за счет своего наполнения. Вот. А бывает так, что вот, например, как бы и концертмейстер знает свою работу, и иллюстратор тоже, но вместе они не могут сработаться. Такое происходит? Сплошь и рядом. Для этого есть конкурс. Бывает, да? Да, конечно. Аслан, скажите, долго ли вы готовили своего ученика к конкурсу? Сколько времени заняло? Мы готовились к конкурсу порядка 2 месяцев лично с моим учеником. Плюс-минус недели. Где-то так. С какими сложностями столкнулись в период обучения? Сложности всегда возникают у учеников музыкальной школы, потому что нету опыта. Ну, есть опыт, конечно, но его мало. Хотелось бы больше. И в музыкальных школах нету в Ингушетии такой практики, как концертмейстерский класс. Спасибо, что у нас в студии он появляется, так скажем, как сказала Зара Мухтаровна, на энтузиазме ее личном, скорее. Вот это и уже от нее идет к нам, преподавателям. И вот недостаток опыта – это единственная трудность. А остальное уже дело преподавателей, как показать, научить ученика своего. Спасибо. Зара Мухтаровна, вот расскажите, какова роль вообще концертмейстеров? Для чего они? Ну, смотрите, вот
вот что ближе нашей публике, да, эстрадная музыка, Ну да. допустим, те же артисты, вокалисты, да, но они же не существуют сами по себе на сцене, правильно? Действительно. У них есть целый ансамбль, там эстрадный, там много инструментов всяких, которые раскрашивают эту палитру музыкальную, вокальную, да, вот, и этим самым создают настроение, которое задумал вокалист или композитор, вот. И никакой инструменталист, допустим, скрипач или виолончелист, у них есть сольные произведения, но если они играют, допустим, концерты, это всегда сопровождение оркестра, допустим, или сопровождение этого же концертмейстера. То есть тот человек, который или оркестровую партию, переложенную на фортепиано, аккомпанирует этому инструменталисту. Вот. Вообще у рояля огромные возможности. Всегда я считала, что рояль – это инструмент-оркестр, потому что на нем можно и виолончель, так сказать, такие звуки найти виолончельные, и скрипичные, и духовые, и ударные. Это человек-оркестр, да, инструмент-оркестр. Зависит только от исполнителя. Да, зависит от исполнителя. Вот такие возможности, вот такое понимание этому вот дает эти классы концертмейстерства. Вот. Это очень интересная творческая работа, не только там педагог и вот ребенок, да, но еще и вокалист, инструменталист. И вы себе представляете, какая красивая музыка вот, уходит от детей, потому что они недополучают этот класс концертмейстерства. Вот. Очень много сонат виолончельных, скрипичных. Понимаете, это, как сказать, если на эстраде, да, это вот оркестр, такой эстрадный оркестр сопровождает вокалистов, то здесь академическое такое сопровождение. Ребенок играет или оркестровую партию, переложенную для фортепиано, или фортепианную партию. Вот. Ну, то есть все, что мы слушаем, вот по каналу «Культура», да, очень много передач, где звучат известные певцы, да, вот, или даже голос дети, допустим, или просто голос, да. Там кто? Жилин, да, он и дирижер, и он и, собственно, концертмейстер всех тех, кто там выступает. Вот его оркестр, они как бы являются концертмейстерами. Без них, без их участия ни одно шоу не проходит, ни один вокалист не может заявить в полной мере о своих каких-то вокальных данных. Это очень важно. Действительно, получается, роль концертмейстера, она велика. Очень. Это просто непонятно тем, кто с музыкой не особо связан. Сложно понять, потому что мы видим артистов. Да, и слушаем только артиста, и мы думаем, что он сам такой крутой, и все у него так классно. А ведь если его поставить одного и убрать, конечно, да, и вы услышите, он как, извините, голиком, как говорится. Слишком многое зависит от окружения этого солиста, от концертмейстеров, как именно будет исполнено ими, какая у них будет синергия вместе с солистом. И без этого вообще никак. И надо сказать, что дети, которые выпускаются в музыкальных школах, они вряд ли бывают солистами, да? Вот, ну, кто там пианист у нас вообще, я не помню, чтобы там дети там солировали, да? Но они всегда могут поучаствовать в каких-то своих школьных проектах, допустим, если кто-то поет, какие-то в школе образовательные конкурсы, ребенок, который учится в музыкальной школе и прошел вот такой концертмейстерский класс, он сумеет всегда аккомпанировать этому ребенку, создать образ, помочь, наполнить всей палитрой своей это выступление. И поэтому, собственно, моя была идея в том, не потому что это там новая какая-то идея, потому что я знаю, как весь мир живет, и мне хотелось это привнести в нашу республику. Мне хотелось, чтобы наши дети, музыканты, они всегда, где бы они ни были, учились бы в высших учебных заведениях, уезжали бы куда-то в другие места далекие, но они всегда были бы востребованы. Понимаете? А это дает только умение быть концертмейстером. Это очень важно. И я знаю, сейчас многие обучающиеся в Москве
и медицинских вузах, и финансовых вузах, они всегда там в капустниках, каких-то своих вузовских мероприятиях участвуют, они востребованы, понимаете, и мы гордимся, что мы дали эту возможность. Действительно, много талантливых детей в республике. Вот, Зара Мухтаровна, хотелось бы узнать, сколько вообще ингушских детей приняло участие в этом конкурсе? В конкурсе со студией искусств приняло участие 17 человек, а с Карабулакской школы было заявлено 8 человек. Вот, то есть Республика Ингушетия, она была больше представлена. Вот, а из других регионов было по 2, по 4 человека. Ну, этого достаточно. И следующий, кстати говоря, у нас конкурс в 2020 году. Всероссийский второй конкурс «Дуэтина» называется. И вот все, кто приезжает на этот концертмейстерский региональный, понимая, как их тут встречают, какой уровень конкурса, уровень жюри, они тянутся к нам. Вот, и все обещают поучаствовать и во всероссийском конкурсе «Дуэтина». Поэтому вот эти взаимосвязи творческие, они очень полезны и для популяризации самой работы, и для популяризации, может быть, Ингушетии, я бы сказала. Конечно. Понимаете, люди приезжают в восторге от нашей природы, от нашего приема, от наших детей высокого уровня. И жюри, это жюри, оно часто, Маргарита Петровна сидит на международных и всероссийских других конкурсах. И она говорит, везде, где бы я ни была, я рассказываю, вот, почему вы там не были, почему не участвуете. Если вы один раз побываете, вы влюбитесь в эту республику. Вот. И вот, собственно, с ее подачи вот сегодня вот география нашего конкурса расширяется. А в будущем также планируете, да, вот ежегодно проводить этот конкурс? Следующий конкурс будет в 2021 году. Да. То есть А он в не 2020 он не ежегодно. Но это большая работа. Если бы мы имели ставки, если бы это было наряду с другими предметами обязательный предмет, ну, мы бы занимались. Ну, и, конечно, я хочу сказать, что вот Министерство культуры, в частности, министр Михаил Валерьевич с пониманием относится к проблемам именно поставкам по расширению возможности обучения детей и классу фортепиано, и классу ансамбля. И вот обещает нам помочь в этом плане. Еще хотелось бы узнать, вот конкурс завершился. Результаты известны уже? Да, результаты известны. Мы с гордостью можем отметить, что на высоком уровне было. Почему с гордостью? Потому что такие дети, они не всегда приезжают на такие конкурсы, они так думают, мы такие крутые, мы поедем лучше там куда-то. Но очень высокий уровень был заявлен Нальчинской школой, и одна девочка получила гран-при. Хотя мы были уверены, что вот наш Альберт Шадыжев, он прекрасный и скрипач, и прекрасный музыкант-пианист. И у него очень сложная была программа, он просто, я не знаю, в консерваториях играет такую программу. Вот. Но вот есть какие-то такие тонкости, которые жюри отметило именно у девочки из Нальчика. Вот именно профессиональная оркестровая педаль. Вот, собственно, это сыграло. А так у нас Альберт конкурировал, что ли. Альберт – это ученик Аслан, нет? Нет, это преподаватель Макарова Алла Николаевна. Альберт Шадыжев, который у нас скрипач. Вот он гран-при сейчас получил на всероссийском конкурсе «Дорогу молодым талантам». Да? «Дорогу талантам» в Грозном. Он получил гран-при как скрипач. А здесь он играл как уже пианист. Вот. Спасибо. Вот хотелось бы спросить вас, Аслан. Скажите, вот вашему ученику чего не хватило, чтобы получить первое место? В группе старшей, в которой участвовал мой ученик, первое место не дали никому. И также мой ученик не дотянул до первого места, получил второе место. Это решение жюри, которое я полностью поддерживаю. Потому что, чтобы первое место получить, надо быть на голову выше всех. Так же, как и гран-при, должен быть на голову выше всего конкурса. Неважно, в какой группе он будет.
каким и была ученица, допустим, из Нальчика. Очень высокий уровень. Ну, и мои ученики со студии показали очень достойный результат. Я, если честно, горжусь нашей студией. И также мне понравился уровень Карабулакской. Тоже мне нравится, что они участвуют в конкурсах и поддерживают музыку ингушскую. Я хочу обязательно сказать, что помог завоевать гран-при вот этой девочки, как концертмейстера, мальчик тоже из Нальчика, обучающийся в Нальчике, но ингуш, Хасан Нальгиев. Он играет на ксилофоне, он очень одаренный парень, и без его выступления концертмейстер, конечно, не могла бы себя так проявить. Это был именно союз и ансамбль двух прекрасных музыкантов. И мы гордимся Хасаном. И я вот, не знаю, если меня бы слышали, Нальгиевы все, я бы сказала, что ему нужно сделать свой концерт сольный в Ингушетии и пригласить всех ребят и детей, во-первых, послушать ксилофон, как звучит он именно в исполнении Хасана, профессионально, ярко, наполнено, столько красок. Такой музыкальный парень, просто мы все гордились им. И сколько лет мальчику? До 14, да? Не больше 14? Да, ему лет 14, да? Примерно. Но это он выступал как иллюстратор, а не как конкурсант. Но, опять-таки, внес свои краски очень даже. Возраст иллюстратора никак не влияет на конкурс, только возраст концертмейстера. Иллюстраторы – это были взрослые мужчины, да, женщины. были заслуженные артисты, иллюстраторы были, да. И просто известные музыканты, вот, уже оркестранты. А вот он, Хасан, приехал как иллюстратор, но он был фактически, ребенком, 14 лет, где-то ему 15, может быть. То есть в таком возрасте и так профессионально Он замечательно, да. И он, насколько я знаю, ездил в известный лагерь, который вот Путин организовал в Сочи, «Сириус», для одаренных детей. Он там учился. Вообще замечательный ребенок. Я бы хотела, чтобы вы, телевидение, осветили бы концерт, который бы я предложила. Знаете, было бы действительно это интересно. Да, выступить здесь, в Ингушетии. И в завершении нашей беседы, вы хотели бы обратиться к зрителям? Что бы вы пожелали? Я бы хотела обратиться ко всем молодым мамам и папам. Приводите детей в музыкальные школы, обучайте детей музыки. У нас, например, в студии искусств много инструментов, не только фортепиано, и скрипка, и гитара, и саксофон, и фагот, и кларнет, вокал, прекрасный преподаватель у нас Элла Некрасова. Вот. Без музыки жизнь будет не наполнена у ребенка. Ребенок – это вот как чистый лист бумаги, он впитывает все, что ему дает. А замечательный педагог, прекрасная среда, она воспитывает не просто музыканта, она воспитывает личность. И сегодня, по-моему, задача всех родителей – воспитать именно личность. Первое. И второе, я бы хотела пожелать и попросить все все школы общеобразовательные, директоров этих школ, приглашайте музыкантов из школ. Пусть дети не для себя и для мам и пап играют, да, а пусть дети выступают в ваших общеобразовательных школах. Это и популяризация, да, музыки будет, это интересное мероприятие будет для школ. Вот. Есть школы, которые нас приглашают систематически, но хочется, чтобы расширялся этот диапазон, потому что польза от этого будет только, для всех будет польза. Ну что ж, спасибо вам, спасибо за беседу и за ту работу, которую вы проводите. Спасибо вам. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня были Костоев Аслан Мусаевич, преподаватель класса фортепиано, и Далакова Зара Мухтаровна, директор студии искусств. Говорили мы о прошедшем конкурсе концертмейстеров. Пианино, скрипка, домбра. Звуки инструментов в разных музыкальных жанрах окутали концертный зал Ингушского государственного университета.
Региональный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо» в этом году собрал около 27 юных талантов из различных регионов Северного Кавказа. Участники состязаются в 3 возрастных группах от 7 до 16 лет. Первыми на сцене выходят учащиеся студии искусств и Карабулакской музыкальной студии. Побороть страх и волнение перед выступлением получается с трудом. Перед конкурсом я немного волновалась, но потом собралась. А играла я сегодня еврейский напев и черные глаза. Хочу выиграть первое место, но когда я выходила на сцену, я очень стеснялась перед жюри, но у меня получилось, и меня похвалила певица. Я с певицей играла итальянскую песню «О мое солнце», а с Михаилом я играла юмореска «Эйвазян». Правила музыкального конкурса довольно просты. Музыкантам аккомпанируют на фортепиано юные участники, которые совместно с ними исполняют дуэты. Приглашенные гости – вокалисты, скрипачи, ксилофонисты и другие представители творческой стези из различных регионов Кавказа. К примеру, Михаил Гундарев с виолончелью не расстается вот уже 15 лет. Приехал он из Армении. В конкурсе юных концертмейстеров он принимает участие уже во 2-й раз. В прошлый раз я играл с теми детками, которые уже поступили в высшее заведение, хотя есть сейчас те детки, которые выросли, конечно, и они все умницы, они все стараются, все очень с маленьких лет, что, я бы сказал, даже есть дети, которые играют получше даже взрослых, такое даже есть. Судят ребят специально приглашенное жюри из Пятигорска и Ставропольского края. Критерии оценивания требовательные. Юным участникам нужно показать не только свои умения, а как они работают в команде. Председатель жюри Маргарита Черных, заслуженная артистка России, профессор Ростовской консерватории. Музыкальные школы Ингушетии очень подросли. То есть это такая активность, и я это не только здесь буду говорить, я буду говорить и на наших методических советах, надо сказать, очень активны, а главное заинтересованы. Все-таки вот это не так просто организовать конкурсы, причем они же привлекают разные регионы, не только вот Кавказ, и среднюю полосу, я знаю, там и из Ростова приезжают. Вот, поэтому я очень довольна. Региональный конкурс юных концертмейстеров проводится в республике с 2012 года. Его организатор – Региональное министерство культуры и архивного дела. Если поначалу в конкурс объединял только ингушских юных талантов, то очень скоро он вышел за рамки регионального. Конкурс концертмейстеров развивает детей в ансамблевом исполнении. То есть ребенок играет не сам, он играет с иллюстратором, с вокалистом или с инструменталистом, любым, со скрипкой, с виолончелью и так далее. Он должен подстраиваться под этих иллюстраторов, то есть он не на главном месте, он слушает иллюстратора только под него. Итоги конкурса жюри подведет чуть позже, но главный приз для каждого – возможность выступать с опытным наставником.